Здравствуйте. Здравствуйте. Айна у вас? Да. Привет, Айна, сори, опоздал. Привет. Жуткий пробки. Ничего страшного. Сразу к вопросу. Как ты относишься к людям, которые всегда опаздывают? Я их понимаю. Классно, спасибо. Близкими и родными я позволяю себе более такие. Ой, самолеттан шаршап келгенбиз тура. Кыйын болду. Я обожаю Нагимушу и Жеку Фэтбелли. А Пашку, еще раз Пашку. Нет. Я себе нравлюсь. И я посетила 32% всего мира. То, что у нас не было день и сутки спали в аэропорту. Гитара сунамайт. Топ-5 моих горячих фоток. Вот такой вопрос. Какой был у тебя первый пост в Инстаграме? Самый-самый первый? Ну, Самый просто первый. какая-то фотография очень-очень давно, года 4 назад. Как я заметил, в Инстаграме ты часто выкладываешь скетчи с участием разных персонажей. Сколько их вообще? 4. И если брать целостно, то я тоже 5 человек. Кого из них люди узнают больше? А Пашку, еще раз Пашку. Да, она классная. Вот, ты знаешь, оно написано? Да. Вот он считает, что через определенное время на Земле останется только одна нация. По твоему мнению, на каком языке они будут разговаривать? Ну, я думаю, это будет какая-то смесь между китайским, хинди, испанским или как язык эсперанто, я не знаю. Очень интересно. Назови мне 3 вещи, без которых тебе тяжело жить. Телефон, зарядка от телефона и пауэрбэнк. Ну, как же без них? Ну и, наверное, без своего верного друга Роми. Роми, все, нам пора снимать съемки. Пойдем. Ребята, давайте. Давай представим одну картину. Только представим. Дай бог, конечно, у тебя горит дом. Что ты первым делом спасешь? Документы. Если документы сгорели. Гитару. Окей, понятно. 5 вещей, которые ты бы забрала с собой на необитаемый остров. Нож, телефон, хотя я думаю, там нет необходимости им пользоваться. Сестру обязательно. Карты, я не знаю, что-нибудь веселое. Классно. Закончим с этим. Как ты относишься к казахстанской эстраде? Не можешь отвечать, просто покажи пальцем. Нет, могу ответить положительно. 5 лучших звезд казахстанских, по твоему мнению. Дильназ Ахмадиева, Айкын, Хайрат Нуртас, Махпал Исабекова, Махпал Жунусова. Я обожаю. Она классная. 5 лучших блогеров Казахстана. Блогеров. Я обожаю Нагимушу и Жеку Фэтбелли. Перетиму могу посмотреть тоже. Сека Вайнсон, молодец. Да? Ну и Руми, его бывшие вайны, шучу. Считаешь ли ты себя блогером? Да, считаю. Сколько ты стран посетил? Я не считала, но я недавно скачала одно приложение, Бин, и я посетила 32% всего мира. Классно. Топ-5 стран, которые ты можешь порекомендовать посетить своим подписчикам? Испания, Италия, Франция, Куба, Япония. Классно. Считаешь ли ты себя горячей? Вам не видно? Шучу, да, считаю. Топ-5 твоих горячих. Топ-5 моих горячих фоток. Ну, в купальниках, наверное. И у меня сюда последнее видео, которое мне снял Руслан в Италии. Кстати, о нем. Видео очень горячее, видео получилось очень красивым. Посмотрите его как-нибудь. А нам сейчас уже, кажется, пора работать. Спасибо, что пришли сегодня. Окей, тогда я буду тебя ждать в машине. Давай. Все, закончили? Закончили? Теперь едем в студию. Поехали в студию. Вы со мной? Да, конечно. Поехали. Ага, в студию. Вот, Айна, такой вопрос. У многих людей начинается утро с кофе, с чая или с походом в туалет. А у тебя с чего начинается твое утро? С телефона. Да. А ты хочешь выпустить свою авторскую песню? Конечно. А выступать сольно? Не думала над этим. С кем бы ты хотела встретиться из известных людей, которых нет в живых? С Че Геварой. Классно. Чем он интересен тебе? Мне нравится, что это человек, который посвятил всю свою жизнь какой-то одной цели, и о себе он думал в последнюю очередь. Все, что он думал, это именно чтобы оставить мировому обществу какой-то след. Отлично. Расскажи мне самую нелепую ситуацию, в которую ты попадала. Самую нелепую ситуацию? Да. Я
по моей вине. Я такая: девочки, я самая ответственная, давайте мне документы. И по моей вине мы опоздали на рейс и сутки спали в аэропорту, потому что у нас не было денег в студенчестве. Как ты относишься к черному юмору? Положительно, я и есть черный юмор. То, что я показываю в Инстаграме, это, по сути, 0,01% моего юмора. С близкими и родными я позволяю себе более такие черные шутки. А можешь рассказать нам анекдот? Нет, анекдоты я терпеть не могу и рассказывать их не умею. Все мои шутки мои собственные. Тебя легко обидеть? Нет. И да, и нет. Рус считает, что да. Я считаю, что нет. Часто обижаешься? Нет. Я, бывает, обижаюсь часто, но отхожу очень-очень быстро. Трудно ли тебе дается заводить друзей? Нет, я очень коммуникабельная, но с годами я начинаю как-то фильтровать свое окружение и находиться только с людьми, которые действительно прошли со мной и огонь, и воду, как говорится. Кто самый близкий тебе человек? Моя семья, моя мама. Естественно. Как часто получаешь подарки от подписчиков? Ну, как вам именно прям, как часто получаю? Ну, я не скажу, что часто. Бывает. Какой самый дорогой подарок, который ты получил от них? От подписчика? Да. Поездку за границу. О, классно. Да. Но это не так сейчас, как вы подумали, а поездки не это так, это в будущем только, но да. Как ты относишься, когда каждое второе слово парня это мат? Как думаешь, это нормально? Не в присутствии девушки. А сама материшься, ругаешься? Очень стараюсь фильтровать, бывает иногда. А самое часто используемое слово, когда ты ругаешься? В смысле, любое вообще просто. Туф, это вот мое самое такое слово, мне кажется. Да. Кажется, уже приехали. Да? Подъехали? Да, поехали. Наконец-то. Это меня своими вопросами вогнали тут какой-то. Чего ты боишься больше всего? Чего я боюсь больше всего? Потери близких, наверное. Во сколько лет потом начинается старость? Для всех по-разному. Для меня старость начнется на тот момент, когда я начну чувствовать в себе какие-то изменения физические, я думаю. Печально. А ты часто врешь? Да. Со временем Я себе нравлюсь, скажем так. Было прозвище в детстве, которое тебе не нравилось? Ну что, прям такое прозвище, которое мне не нравилось? Нет, но мое полное имя Айна. Вообще, но родные часто прикалываются и называют меня Айна Гуль. Меня это бесит просто пока. Часто выходишь на связь с подписчиками? Да, бывает. Кто-нибудь из твоих подписчиков ставит ли тебе больше, чем просто подписчик? Да, еще раз, да. Есть пару человек, с которыми я достаточно близко начала общаться, и у нас такие доверительные, хорошие отношения. Как ты относишься к геям? Нейтрально. А к лесбийкам? Тоже нейтрально. Как ты отреагируешь, если твой ребенок сменит ориентацию? Я думаю, негативно, к сожалению. В ближайших планах выйти замуж? Да. А заводить детей? Да, конечно. Как ты планируешь назвать своего ребенка? Мальчика или девочку? Да, представь мальчика. Ну, если мальчика, я бы хотела назвать его французским именем Андрей. Скажешь, муж мне позволит. А если девочка? Аура или Альма, что по-испански значит душа. Очень красиво. Спасибо. Есть ли среди твоих друзей люди, которыми ты пошла в играть панка? Да, это моя сестра Жанара. Только с ней, только с ней. Понятно. Вы сейчас, я просто пойду работать немножко. Окей. Да? Если что, мы свяжемся. Спасибо большое, вопросы классные. Из рубрики «Не актуально». Как вы познакомились с Руми? В Инстаграме. Одно слово, которое характеризует Руми. Ответственность. Как ты относишься к тому, что он называет себя блогером? Нормально, положительно. Любишь его войну? Нет, он это знает. Учишься ли ты играть на гитаре? На гитаре? Нет, это не мое, я не умею. Ты не раз говорила, что он мега ответственный. Раздражает ли это хоть иногда? Иногда бывает. Бывает. Часто вы ругаетесь с Русланом? Честно,
Нет. Ну, бывает, чуть-чуть. Спорим в рабочий момент. Знакома ли ты лично с его невестой? Да. Если она проявит ревность, кому больше, к тебе или к гитаре? Ага, ни ко мне, ни к гитаре, она все понимает. Откуда появился персонаж Апашки? Из жизни. Могу ли я с ней поговорить? Ну, попытайся. Қалай сапа? Шүкір, рахмет, иә. Қалай жеттіңіз? Ой, самолеттан шаршап келгенбіз тура. Қиын болды, иә. Апа, айнаны қалай атыруға жібердіңіз? Әй, ол менен сұрайды дейсің ба? Сұрамайды ол менен. Апа, Румиус жақсы жігіт па? Әй, Румин күрсіне, бір ретте көрген жоқпын. Көрсетпейді ғой, Руслан. Сол жігітке шықпайсың ба дедім ғой мен сол қызға. Шықпаймын дейді. Гитарасы ұнамайды дейді. Апа, ана жолы Ақтау немесе Атыраудан қызыңыз гитара алып келді ма? Иә. Жегеміз, иә. Тәтті болыпты. Атыраудан тағы да алып кел дегем оған. Апа, него, как там поиски женихов для Айны? Ай, уже вообще я вот смирилась. Құрсы жоқ женихтар, уже 25-ке келеді ғой сол. Вообще невыносимая ситуация. Я могу стать собой. У тебя есть еще один персонаж, мама Жени. Да. Как ее по-настоящему зовут? Как ее имя по-настоящему? Как накроется? У нее есть имя, но это большой-большой секрет, он будет раскрыт попозже, когда я этого персонажа как-то, охарактеризую поинтереснее. Классно, понятно. Это аналог обычной русской семьи? Да это, в принципе, аналог обычной такой семьи, у которой есть деньги, но нет культуры немножечко. Если в магазине Апашки и мама Жени встретятся и подерутся за буханку хлеба, кто бы победил? Мама Жени, 100%, да. Есть ли желание в будущем приехать за границу? Жить на 2 страны больше скорее, а не переехать. А как тебе наш Атырау со своими Очень нравится. комарами, с грязью? Мне нравится, честно нравится. Да. Что ты пожелаешь нашим подписчикам? Я пожелаю им процветания в 2018 году и процветания вам, чтобы каждый нашел себя, свой путь, свою дорогу и самореализовался. Спасибо. Пока. Рахмет, удачи вам.